Уважаемые коллеги, уважаемые гости, вы прекрасно знаете, что одно из наиболее значимых событий 2015 года является 20-летие Конституции Республики Казахстан, которая была разработана под непосредственным руководством президента нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева и принята в 1995 году. Особенность ее заключается в том, что она вобрала в себя все самое лучшее и сконцентрировала наиболее перспективную модель отношений в обществе. В Конституции закреплены как основные принципы отношений между обществом, государством и человеком, так и стратегическое направление поступательного развития Казахстана. Об этом свидетельствует преамбула Конституции, где утверждаются основные ценности нашего общества и государства. Самое главное – это приверженность идеалам свободы, равенства и согласия. Следующее направление, заложенное в Конституции, это занятие Казахстаном как суверенного и самодостаточного государства, достойного места в мировом сообществе. Одним из наиболее важных является определение себя миролюбивым гражданским обществом. И, наконец, это осознание высокой ответственности перед нынешними и будущими поколениями. И именно эти ценностные установки определили значимость конституционных норм для поступательного и успешного развития Казахстана. В Конституции Республики Казахстан 1995 года нашли отражение как общие принципы, присущие современному конституционализму, так и специфические принципы, присущие казахстанской модели конституционализма. На торжественной церемонии официального представления новой Конституции Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев отмечал: по примеру Конституции многих демократических государств, наша Конституция не декларативна, а всей структурой и технико-юридической основой, системой строгих государствоведческих, политических, правовых категорий создает надежные предпосылки для построения и развития современного государства и социально ориентированной рыночной экономики. Уважаемые коллеги, сегодня на нашем мероприятии присутствуют наши зарубежные гости, которые представляют Киргизстан, Россию, Китай. Есть представители наших турецких ученых, представители университета имени Султана Демиреля. Многие публикации наших коллег имеются в сборнике материалов Конституции, которые опубликованы и розданы участникам конференции. Те коллеги, которые не успели приехать, их публикации, материалы есть в сборниках, вы можете с ними ознакомиться. Теперь, уважаемые коллеги, разрешите перейти к основной части данной конференции согласно предусмотренной программе. Программа у вас есть. Регламент, основной доклад 10 минут, выступление до 5 минут, подведение итогов и ответы на вопросы 10 минут. В начале нашей конференции, как обычно традиционно делается, разрешите предоставить слово для выступления и приветствия депутату Мажилиса парламента Республики Казахстан Сарпекову Рамазану Кумарбековичу. Пожалуйста. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті студенттер, шақырылған қонақтар. Бүгін міне Гумилев атындағы сіздердің университеттеріңіз алғашқылардың бірі болып, ата заңымыздың Конституцияның 20 жылдан алған мынау халықаралық ғылыми тәжірибенің өтуіне себепкер болып отыр. Ол солай болуға да тиіс, себебі көп жаңалық, көп деген жаңағы ғылыми жетістіктердің басым көпшілігі осы ортадан астанамызда шығып жатқандығы барлығымызға белгілі. Жаңа айтып кеткендей, биылғы жылға бірнеше жаңағы белгіленген үлкен мемлекеттік деңгейдегі шаралардың бірі ата заңымыздың 20 жылдығына бағытталған. Соған қарсы мынау барлық жерде жоспарланған іс-шаралар қазір жүріп жатыр. Ата заңға деген құрмет, ата заңның мүмкіндігінің біз қазіргі мүмкіндігінде көріп отырмыз, алдағы уақытқа үлкен үміттер айтып отырмыз. Бүгінгі мынау 20 жылдың ішіндегі ұлттық заңнамамыздың жетілуіне қосқан себебі сол менен ортадағы парламентте өкілетті заң шығару орнында жүрген мүшесінің бір ретінде орнын ерекше айта кеткім келіп отыр.
бүгінгі ұлттық заңнамамыздың ішіндегі барлық конституциялық заңдылық күшті бар заңдарымыздың, басқа да заңдарымыздың барлығында біздің конституциямыздың орны ерекше. Оның үстінде біз кейбір мәселелер бойынша конституциялық кеңесте талқылау барысында біздің ата заңымыздың әлі де үлкен потенциалы бар, мүмкіндігі үлкен. Әлде біз соның көп деген жаңағы нормаларын, оның шешіп беретін мәселелерінің барлығын әлі жүгіне қойған жоқпыз. Қазіргі экономиканың осындай даму барысында, әлеуметтік мәселелердің шешілуі барысында, сыртқы ішкі саясаттың төңірегіндегі істеліп жатқан мәселелерде ата заңымыздың бізге алда уақытта көрсететін көмегі көп деп есептейміз. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, жақында ғана өткен Нұр Отан партиясының 16 съезінде елбасы алдағы уақыттағы біздің осындай мүмкіндігіміз пайдаланып, әлде конституциялық жаңағы реформалар жасау мүмкіндігінің төңірегінде әңгіме айтқан болатын. Сондықтан әлі де біз ата заңымыздың бізге беретін жақсы жақтары, жетістіктері мол деп сенеміз. Барлықтарыңызды бүгінгі жиналып отырған мына ғылыми практикалық конференцияларыңыздың жемісті жан-жақты өтуіне тілектеспін. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет, Рамазан Кумарбекович. Для нас большая честь, что вы присутствуете на нашей конференции. Вы все прекрасно знаете Рамазана Кумарбековича как известного ученого, как и известного юриста в нашей стране. Вы знаете, совершенно недавно были приняты ряд кодексов нашей страны, уголовный, уголовно-процессуальный, кодекс об административных правонарушениях. И Рамазан Кумарбекович являлся руководителем рабочей группы по подготовке уголовно-процессуального кодекса и внес большой вклад в развитие и укрепление законности в нашей стране. Так, давайте еще раз поаплодируем Рамазану Кумарбековичу. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сегодня, конечно же, представители Конституционного совета Республики Казахстан пришли на наше мероприятие. Это праздник всего народа, но прежде всего членов, наверное, Конституционного совета. Поэтому разрешите предоставить слово Виктору Александровичу Малиновскому. Он в двух, так сказать, ролях выступает. Он как член Конституционного совета Республики Казахстан и как наш коллега, доктор юридических наук, профессор. И я думаю, что он и приветствие огласит от имени Конституционного совета и выступит с докладом на тему Конституции Республики Казахстан, научность, народность и эффективность. Спасибо большое за предоставление слова. Так уж получилось, что сегодня я присутствую в двух ипостасях, как представитель Конституционного совета и как один из большой группы современных преподавателей, научных сотрудников конституционного права Республики Казахстан. По поручению Игоря Ивановича Рогова я поздравляю всех присутствующих, уважаемых коллег ученых, уважаемых студентов с прекрасным 20-летием Конституции Республики Казахстан. Этот праздник у нас отмечается вместе с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана, с 550-летием казахской государственности Казахстанского ханства, 70-летием Великой Победы. Все они в своей совокупности как раз дают нам возможность выразить искреннюю признательность тем людям, которые участвовали в создании вот таких прекрасных поводов. Во-вторых, еще раз поговорить о тех сложностях и достижениях нашего казахстанского общества и перспективах его развития. В Республике Казахстан сложилось конструктивное взаимодействие юридического научного сообщества и государственной власти. Первым президентом Республики Казахстан, лидером нации, в ходе разработки важнейших политических решений по стратегии развития страны и ее правовой системы, демократизации общества, при подготовке законов о поправках Конституции РК учреждаются дискуссионные площадки с участием лучших ученых-правоведов. Ведущие теоретики включаются в рабочие группы и трудятся непосредственно вместе с главой государства. При президенте создан и успешно функционирует Совет по правовой политике, консультативно-совещательный орган, аккумулирующий правовые мысли, идеи и проводящие их в юридическую действительность. Мы с вами прекрасно знаем, что в настоящее время реализуется уже фактически третья концепция правовой политики Республики Казахстан, что как раз придает стройность и системность
процессу конституционализации нашего общества. В ходе рассмотрения практически всех дел Конституционным советом назначаются эксперты и специалисты, аргументы которых закладываются в основу принятых решений. Выступая перед представителями нашего юридического сообщества от имени Конституционного совета, мы всегда выражаем благодарность коллегам-преподавателям за огромную помощь в определении подходов и формировании правовых позиций КС, за работу по исследованию, пропаганде казахстанской Конституции в ходе совместно организуемых научно-теоретических конференций, подготовки монографий и выполнения других работ. Есть основания для вывода о том, что в Казахстане, как ни в одном из современных государств, верховная государственная власть уделяет столь пристальное внимание сообществу юристов, прислушиваясь к его мнению, поддерживая, в том числе и посредством награждения лучших представителей высокими государственными наградами. Плодотворными и видимыми результатами конструктивного взаимодействия ученых и госорганов является наше национальное достояние, действующая Конституция Республики Казахстан. В целом, эффективная правовая система Республики Казахстан, обеспечивающая государственный суверенитет, защиту национальных интересов и развитие всех секторов казахстанского общества. Вообще, в целом, значимость Конституции в жизни Казахстана трудно переоценить. Об этом будет сегодня подробный разговор. Безусловно, Конституция совершенно особенный документ, что определяется его предназначением. Поэтому и оценки его эффективности коренятся в разных плоскостях и пребывают на разных уровнях. При этом наделение Конституцией особыми учредительной, юридической, организационной, идеологической и международными функциями не только не отрицает, но требует отношения к ней как к работающему нормативному правовому акту. Только при таком подходе, предполагающем применение новейших методик качественных и количественных измерений, имеющих свои особенности в отношении, например, принципа единства и разделенности государственной власти, работы конкретных государственных органов, а также закрепления и, главное, осуществления прав и свобод человека и гражданина, можно выйти на конкретные направления дальнейшего повышения потенциала действующей Конституции. За без малого 20 лет действия Конституции в Казахстане выработана и эффективно применяется собственная методология и методика осуществления конституционного процесса. Ее основу составляют научность, народность, сочетание общегуманитарных национальных ценностей, опора на лучшие традиции приемлемого зарубежного опыта, обеспечение стабильности и динамичности текста Конституции, применение различных средств конституционной модернизации. Утверждение конституционализма независимого Казахстана осуществлялось далеко не в тепличных условиях. Многое казахстанскими учеными делалось и делается впервые, в том числе и в мировой практике. Здесь наш собственный опыт, уверен, весьма показателен и полезен. Главный вывод из новейшей конституционной истории заключается в том, что Конституция должна удовлетворять интересы большинства граждан, а не отдельных групп населения и их политические, национальные, социальные и иные амбиции. А власть обязана быть устойчивой и эффективной, соответствовать представлениям о государственной власти в современном демократическом гражданском обществе. Естественно, с определенным допуском на состояние демократической модернизации. Конечно, первая часть моего выступления связана с научным обеспечением конституционализма в Республике Казахстан. Буквально очень кратко, в тезисном виде попытаюсь сконцентрировать внимание на следующих теоретических точках. Безусловно, ключевым для определения эффективности Конституции является понимание и разъяснение самого понятия конституционализм. Весомый вклад в глубоком специальном исследовании на эту тему унесли уважаемая Сауле Кашкеновна Амандыковна, одна из организаторов нашей сегодняшней конференции. Наши уважаемые... Давайте поаплодируем Сауле Кашкеновне. Наши уважаемые Султан Сартаевич Сартаев, Владимир Александрович Ким, Салахиддин Нурсалиевич Сабикенов, ведущий российский конституционалист Сурен Адильбекович Авакян, а также ушедший из жизни Салык Зиманов, Гарат Сапаргалиевич Сапаргалиев, Анатолий Константинович
Котов. Если попытаться резюмировать их выводы, то в них отражена, во-первых, сложность самого явления конституционализма, которая при всей важности нормативно-правовой характеристики далеко не сводится к ее тексту. Во-вторых, собственно, основные опоры утверждения конституционализма в РК нашли закрепление именно в действующей Конституции. В-третьих, основную работу необходимо сосредоточить именно на материальных и процессуальных аспектах реализации Конституции 1995 года. Отрадно, что верховная власть понимает и принимает такую стратегию и тактику действий. Какая еще непростая проблематика углубленно изучалась, обсуждалась и решалась при разработке Конституции 1995 года? Во-первых, это, конечно же, предназначение и роль Конституции в качестве конституционной ценности, демократического института и первейшего элемента в системе действующего права, несущего конкретную целеполагающую регулятивную нагрузку. Во-вторых, предмет конституционно-правового регулирования. Казахстанский конституционализм имеет прочные конституционные основы. Вместе с тем постоянно велись и на сегодняшний день не исчерпаны дискуссии об объемах и методах конституционного регулирования. Что должно быть в тексте Конституции, что должно быть в тексте иных правовых актов, какой объем регулирования тех или иных отношений и так далее, и так далее. Действующая Конституция Республики Казахстан, и об этом Еркин Ануарович уже сказал, впитала в себя главные идеи, ставшей классической декларацией прав человека-гражданина 1789 года, общепризнанных международных актов по правам человека. Однако при этом она не превратилась в набор стандартных унифицированных фраз и общеизвестных положений. Насыщенное содержание документа, разработка и принятие Конституции 1995 года в едином порыве народа и его лидера, успешное действие основного закона показывает, что наша Конституция является собой образец успешного сочетания достижений человеческой мысли и потребностей обеспечения интересов страны. Казахстанские конституционные ценности представляют собой оптимальный сплав общечеловеческих ценностей с насыщенным казахстанским содержанием. Постоянно будируется вопрос о конституционных основах диалектического единства и разделенности государственной власти. Убежден, что ответ на вопросы, порождаемые в формах государства новейшей конституционной практикой, необходимо искать посредством применения к ним не только и не столько концепции времен зарождения принципа разделения властей или недавней нашей Советской Республики, но главным образом путем изучения этих самых явлений и условий, их порождающих, с прогнозированием развития на перспективу. Наиболее кардинальные изменения в казахстанском конституционном праве, думается, в настоящее время связаны с действием нескольких стратегических факторов. Во-первых, конституционным обеспечением нормальной жизни и деятельности Республики Казахстан в современном глобальном информационном мире при восприятии его положительных тенденций с одновременным укреплением барьеров на пути проникновения в страну опаснейших явлений. Во-вторых, закреплением в Конституции постепенным осуществлением линий на построение демократического общества, правового, социального государства. В-третьих, имплементация принципов и норм международного права в национальную правовую систему. Вот здесь, мне кажется, нам очень серьезно нужно думать и говорить о том, что международная функция Конституции Республики Казахстан связана также с тем, что Конституция должна предупреждать проникновение в нашу правовую систему и общественную жизнь тех ценностей, которые не свойственны нашей жизни и нашему менталитету. В-четвертых, отдельно необходимо выделить процесс дальнейшего углубления интеграции на постсоветском пространстве вступлением в действие Евразийского экономического союза. И в-пятых, изменение многих характеристик современного государства и государственной власти с соответствующей последующей корректировкой направлений, формы, методов публично-правового, включая конституционное регулирование динамичных отношений. Наряду с актуализацией, собственно, конституционно-правовой отраслевой проблематики присутствует еще один важный момент – интервенция конституционного права в иные отрасли права.
При строго индивидуальной степени подобной интервенции в конкретную отрасль она должна осуществляться постоянно. Вторая позиция моего доклада – это народность Конституции. Краеугольным камнем всей казахстанской Конституции выступает ее народность. Именно интересами единой казахстанской нации пронизан весь текст действующего основного закона, который начинается со слов «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, принимаем настоящую Конституцию». Собственно, в основу конституционной конструкции власти и отношений заложены принципиальные начала о народе как единственном источнике государственной власти, народном суверенитете, его диалектическим соотношением с государственным и национальным суверенитетом. Высшая легитимность Конституции обусловлена также и содержащимися в ней предельно точными и честными ответами на все животрепещущие вопросы, понятным языком, изложение ее положений и норм. Взвешенный, при этом доступный стиль делает основной закон близким для всех людей вне зависимости от уровня образования, профессиональной подготовки или каких-то специальных навыков. Народность Конституции подтверждается и тем, что ее создателем выступает сам народ. При его непосредственном участии разрабатывается проект документов и принимается Конституция, в нее вносятся изменения и дополнения. Собственно говоря, яркие примеры – это принятие в 1995 году, процесс разработки и принятия действующей Конституции, и также пример внесения изменений в нее, изменений и дополнений в 2007 году законом от 21 мая, конституционная реформа. Повышать эффективность Конституции, поддерживать ее верховенство, обеспечивать прямое действие весьма и весьма непросто. При этом приходится делать это как в отношении ультрареформаторов и ультраконсерваторов, так и простых тихих чиновников, считающих, что основной закон не для них. Первый президент республики, лидер нации Нурсултан Абишевич возглавляет конституционный процесс и руководит им, при этом внося вклад в общую теорию Конституции и конституционализма. Обеспечивая выполнение функций гаранта Конституции РК, ее стабильности и динамичности, глава государства постоянно лично преподает примеры служения букве и духу основного закона. В научных спорах, предмет которых я только кратко обозначил, среди спорящих сторон, которые, как правило, высказывают аргументы, кто-то должен поставить окончательную точку. Эту окончательную точку ставил и продолжает ставить всенародно избранный президент. Поэтому я считаю, что как специалист в области конституционного права, президент Республики Казахстан является собой пример именно такого отношения к важнейшему направлению государственной деятельности. Более того, известно, что при подготовке проекта Конституции 1995 года лично президент с карандашом в руках проштудировал 20 конституций, а на проектах нашего основного закона имеется правка, сделанная лично президентом. Преклонение перед Конституцией всех и каждого, ее научность и народность выступают краеугольными составляющими президентской конституционной политики. Именно поэтому Конституция Республики Казахстан пользуется заслуженным уважением у профессионалов-юристов и ответственных политиков. В своей мощной книге «Казахстанский путь», которую можно использовать в качестве учебника для изучения периода государственной независимости Республики Казахстан, Нурсултан Абишевич пишет следующее. Наш долг – бережно относиться к Конституции, уважать ее, как уважаем свою страну, свою историю. Без уважительного отношения к Конституции и неукоснительного соблюдения ее норм невозможно достичь общественного согласия, порядка, мира и спокойствия. Это значит и благополучного будущего нашего Отечества. С праздником, дорогие коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел поздравить, конечно же, своих коллег, казахстанских коллег, в целом вообще казахстанское научное сообщество, юристов, как теоретиков, так и практиков, это с таким юбилеем, как 20-летие Конституции Республики Казахстан, поскольку мы знаем, что для нас юбилей, именно для постсоветских стран, это не простые слова, это не простые какая-то дата, вроде бы 20 лет, у других государств там уже и 100, и более лет, поскольку после распада СССР мы
пытались как-то найти свой путь развития, все, и Казахстан, Россия, и другие республики. И в этом смысле Конституция Республики Казахстан – это, конечно, достижение с этой точки зрения. Поскольку, как мы видим, в 1995 году была принята, а распад СССР произошел в 1991 году. Ну, мы знаем, что Конституция Республики Казахстан была еще 1993 года. Но в данном случае я хотел бы отметить, что 20 лет – это уже определенный этап, некий итог, который можно подвести и проанализировать достижения. Но тема моего доклада «Права и идеи, конституционные права», я бы хотел бы здесь сосредоточиться не столько на содержании Конституции Республики Казахстан, а в целом поднять этот вопрос, на мой взгляд, на более фундаментальный уровень, связанный как раз с состоянием современного конституционного права и с его проблемами. Я думаю, что мы должны сейчас говорить о том, что конституционное право в его современном состоянии и содержании во многих аспектах отчуждается от правовой идеи. Есть положения конституционного права, которые так или иначе отражают правовую идею, а есть, которые не в полной мере. Это не случайно. Дело в том, что само конституционное право, конечно же, об этом уже докладчики многие говорили, выражает важнейшие программные положения, цели, задачи и так далее, которые характерны для той или иной страны или того, чего мы хотим добиться. И вот в этом смысле всегда опасность для конституционного права – это перейти грань в сферу идеологии. Это опасность характерна для всех стран. И в этом контексте важно понять саму конституционную идею и в контексте сущности правовой идеи. Потому что без правовой идеи о конституционном праве вообще вести речь невозможно, как в принципе и самом понятии права. И когда мы говорим о современном конституционализме, то мы не должны забывать, что доминирует сейчас американский конституционализм. И Конституция США 1787 года, это Лас Ламатон об этом правильно сказала, что это до сих пор действующая Конституция. Хотя вроде бы должны были уже изменить ее, да, казалось бы, уж столько времени прошло. Нет. А основа, потому что здесь была другая. И об этом юристы почему-то упускают это из виду. Дело в том, что американцы основали свой конституционализм, который внешне выражен в виде разделения ветвей власти и прав человека на основе пуританской морали, на основе пуританской этики. Когда была выдвинута идея, а эта идея, она имеет библейское происхождение, ветхозаветное понимание, что есть закон, которому подчинены все. И они сказали, что английский король, все остальные подданные, они тоже должны подчинены. Мы, свободные люди, мы хотим образовать свое государство, и на основе и апеллировали, и, если возьмете и Джефферсон, и Франклин и так далее, они апеллировали именно к этим моментам, то есть библейским ценностям и так далее. И вот поэтому для вот этой идеи, которая здесь выражена в американском конституционализме, принципиальным является именно вот такое понимание. То есть священность и неприкосновенность свободы и так далее. И не случайно, что те проблемы, которые есть сейчас в современном конституционализме, они как раз во многом связаны с тем, что истоки, вот эти духовные истоки, они во многом забыты, и противоречие возникает в том аспекте, что конституционализм провозглашает одно, а реальная общественная жизнь может быть иной. И мы видим, что вот в частности возьмите проблемы, которые возникают с нарушением прав человека в различных странах, и политика двойных стандартов и так далее. Это как раз все идет в русле одного контекста. В целом, я думаю, что сейчас для нас очень важно, я просто, конечно, прежде всего для юристов и ученых, это поднять правовую идею, поднять правовое мышление уже так, как оно присуще вообще на фундаментальном уровне. То есть ни в коей мере не снижать этот уровень. Это связано с тем, что если мы уйдем в сферу просто неких, знаете, провозглашений идеологического плана, просто прав человека без всякого обоснования или других конституционных положений, без всякого обоснования и аргументации, то тогда очень легко войти вот в это пространство идеям, которые носят, я бы сказал, антинаучный характер и так далее. И я думаю, что положительным опытом Казахстана, и здесь нужно отметить, конечно,
роли Нурсултана Абишевича Назарбаева, это то, что вот эта толерантность, вот как раз в этом году 20-летие Ассамблеи народа Казахстана будет отмечаться, что она, эта толерантность, как раз позволила Казахстану мирно развиваться, и конституционное развитие было мирным. На протяжении этих 20 лет это было одним из важных условий. И Казахстан здесь не сотрясали какие-то политические конфликты серьезного плана и так далее. Этого не было. И это очень важный момент, потому что само по себе провозглашение тех или иных конституционных принципов, ценностей, идеалов, конечно, оно не спасает от межнациональных и тем более межрелигиозных конфликтов. А межрелигиозные конфликты, они намного сложнее и опаснее, чем даже межнациональные. Почему? Потому что в области религии люди стоят уже на пределе ценностей, абсолютных ценностей. И в этом контексте, в этом поликонфессиональном и многоэтническом казахстанском обществе это было добиться очень сложно. Мы знали прекрасно, что на Западе прогнозировали, что Казахстан будет сотрясать межнациональные межрелигиозные конфликты. В начале 90-х годов были такие прогнозы, что Казахстан этого не выдержит и тому подобное. Но, к счастью, этого не случилось. И это произошло не только потому, что мы какие-то конституционные идеи и положения взяли, а и потому что здесь важным стало то, что мы поняли, что принципиальным является это наше понимание наших истоков, нашей цивилизационной идентичности, наших культурных традиций и так далее. Что от этого отказываться мы тоже не имеем права. И в этом контексте правовая идея, она всегда работает только в этом направлении. То есть правовая идея всегда связана со справедливостью, с возможностью осуществления этой справедливости как реального бытия, как наличной действительности, а не как некую, знаете, какой-то иллюзии и тому подобное. Только тогда конституционализм становится реальной действующей политической силой, влияющей на общественную жизнь. Только тогда конституционное право будет ценностью для общества. Только в этом случае люди будут следовать конституционным нормам, ценностям. Другого пути просто нет. Конституционное сознание лежит в основе Конституции и конституционализма, а не наоборот. Если этого не будет, то реализация Конституции становится весьма проблематичной. И я думаю, что тот нарастающий кризис, который мы сейчас наблюдаем в современном мире, в том числе в сфере конституционализма, безусловно, наглядно об этом свидетельствует. Вы знаете, был такой философ, гениальный, конечно, философ, мыслитель, древнегреческий философ, это Платон. И вот он выдвинул идеи бытия, идеи, которые являются свободным от предметов и явлений. Потому что люди как обычно думают, что вот эти предметы, явления в мире, в котором человек находится, это и есть реальная действительность, это и есть истина. И вот Платон высказал это, что это не реальное бытие, а бытие – это идея реальная. И он вынужден был привести свой знаменитый образ пещеры, чтобы люди как-то в какой-то мере его понимали. Потому что, конечно, когда говорят таким людям, как Сократ, а он был учеником Сократа, конечно, таким людям не надо это объяснять. И вот это определило во многом судьбу вообще западноевропейской философии и, естественно, в целом повлияло на мировую философию. Но до сих пор, конечно, приходится достигать этой цели, приходится осмыслить это и так далее. Приходится снова возвращать науку к идее, в данном случае к правовой идее. И я думаю, что наш возврат к правовой идее, либо мы к нему возвращаемся, либо к этой правовой идее в ее подлинной сущности и логике, либо путь науки только и другой. Это смыкаться с определенными какими-то политической целесообразностью, экономическими соображениями и так далее. Что, я думаю, для юриспруденции не будет верным истинным путем. Вот с этой точки зрения важна правовая идея не только для конституционного права, но и в целом для правоведения. Так что еще раз с праздником, благодарю за внимание. Спасибо. На сегодняшний день институт неочередных президентских выборов как расширение правовых возможностей конституционных норм. Надо сказать, что Жумагомед Бешевич, член Конституционного совета Республики Казахстан. Пожалуйста. Я вначале хочу принести извинения уважаемой аудитории, президиуму за опоздание. Я с корабля на бал сразу. Учитывая, что наша конференция посвящена 20-летию Конституции,
естественно, все мероприятия, форумы, проходящие в этом году, будут в свете нашего основного закона проходить. Более того, через месяц мы с вами будем избирать главу государства. В связи с этим я посчитал нужным сделать свой доклад, посвященный актуализации значимости роли института внеочередных выборов главы государства. Почему? Потому что, мне кажется, мы не придаем должного внимания этому институту. Конституционно-правовая практика многих стран, кстати говоря, сейчас пристально присматриваются к нашей казахстанской практике и обращают внимание, и, на мой взгляд, где-то считают, что надо в этом плане даже поучиться у нас. Поучиться. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание. В нашем основном законе есть несколько статей, посвященных выборам главы государства. И применяются, используются разные понятия. Очередные, внеочередные, досрочные выборы. То есть 3 определения есть. В связи с этим, вот мы с вами второй раз проводим неочередные выборы главы государства в 2011 году и вот сейчас в 2015 году. И почему-то особо не пытаемся придать этому значимость, где-то дать научно-теоретическое обоснование, анализ и изучить этот опыт. Ну, с другой стороны, может быть и правильно, что не спеша мы решили на практике провести 2 неочередных выбора с тем, чтобы иметь определенный задел для серьезного анализа и обобщения. Так вот, в связи с этим я хотел бы сказать, ну, в отношении очередных выборов все ясно. В Конституции все расписано, начиная с момента регистрации и завершая избранием до деталей. Что касается досрочных выборов, здесь тоже статьи 47 и 48 буквально посвящены досрочным выборам и приведены условия, обстоятельства, при которых проводятся досрочные выборы. Что касается внеочередных выборов, здесь мы, по сути дела, впервые ввели в практику досрочные выборы в 2011 году поправку по инициативе главы государства под пункт 3/1 в статью 41. И вы знаете, вот эта вот поправка, маленькая поправка, сыграла большую роль в совершенствовании политического властвования в стране. Почему? Потому что возникают вопросы практического характера, теоретического характера. Как проводить эти выборы? Почему они проводятся? На каком основании? Условия, обстоятельства? Каковы последствия этих выборов? И в связи с этим не зря возникали вопросы и представителей высших органов власти управления. В этой связи вот буквально месяц тому назад было обращение председателя Сената парламента в Конституционный совет о том, чтобы дать толкование вот этому подпункту 3/1 статьи 41. Вот уважаемый Виктор Александрович, член Конституционного совета, участник этого производства, Сарпеков Раке, он тоже участник этого конституционного производства. И я хотел бы сказать... Жумабек Дюсешевич был экспертом Конституционного совета. Да, спасибо. Сергей Федорович Ударцев. Сергей Федорович Ударцев тоже экспертом. Да, мощнейшие силы были вовлечены в Конституционном совете. Спасибо вам большое. Попытались на этом заседании Конституционного совета дать обоснование, что это за неочередные выборы, почему они должны проводиться, как они должны проводиться и каковы последствия. И попытались дать ответы на те вопросы, которые ставил председатель Сената. В этой связи я хотел бы сказать, что досрочные выборы это тоже неочередные, можно сказать. Но разница есть большая. Досрочные выборы проводятся тогда, когда, скажем, наступает смерть главы государства, или же по болезни, или же отрекает его от должности отправления. Так? Поэтому здесь совсем другие основания для проведения досрочных выборов. Что касается же
Очередных, они, да, по истечении тех полномочий, того срока, который осуществляет глава государства. Что же касается внеочередных, здесь расписать очень сложно. В основном в законе расписать условия, обстоятельства, при которых надо проводить внеочередные, а обстоятельства могут быть разные. И внутреннего характера, то есть экономическая, политическая ситуация, социальная и так далее внутри государства, а также сейчас очень большую значимость и внешние обстоятельства, внешний фактор. Поэтому мы в этот раз проводим внеочередной выбор главы государства в связи с тем, что возникает сложная ситуация, связанная с экономически-финансовым кризисом всемирным. С другой стороны, обострением напряженной ситуации в мире в связи с событиями, известными вот в Украине, скажем, в странах Персидского залива и так далее. То есть во всем мире идет процесс нарастания политической напряженности. С учетом этого необходимо вносить корректировку в действия, направленные на принятие превентивных мер, на опережение снятия этих напряжений внутри государства, чтобы они, по крайней мере, уменьшить негативные влияния. В связи с этим программа, принятая президентом и провозглашенная президентом, предложенная обществу нашему, она как раз направлена на то, чтобы страна, как можно, общество, народ меньше всего понес потери, выходя из этих экономических, политических ситуаций. В этой связи необходимо оперативно вносить изменения, принимать оперативные шаги управленческого характера. В связи с чем глава государства должен обладать полномочиями, позволяющими ему в этой ситуации решать. Ждать следующего года, а вдруг в этом году уже эта ситуация приобретет такое обострение, в которое нам придется очень сложно выходить. Поэтому было решено опережающе провести выборы с тем, чтобы решить и попытаться обеспечить поступательное развитие нашего государства, общества. Теперь, что касается в отношении несовпадения сроков с парламентскими и выборами главы государства. Дело в том, что на самом деле это требование обязательно необходимо соблюдать в связи с чем? Потому что выборы и главы государства, и выборы парламента, взятые в отдельности и вместе, это очень значимые события, политические события. Почему? Потому что это связано с политическим властвованием, это связано с формой правления, с политическим режимом, формой государственного устройства. Ведь в процессе проведения выборов, в период электорального процесса, вы знаете, возникает ситуация, когда перед проведением голосования наступает время, день, час, когда все замирает. Новый глава государства, новый парламент не выбран. Еще старый парламент и бывший президент, глава государства еще уже не осуществляет свои полномочия. И вот наступает безвременное отсутствие власти. И вот в этой ситуации различные политические силы могут использовать эту ситуацию и таким образом расшатать и использовать в своих интересах, меркантильных, возможных интересах, политических пристрастий. В связи с этим нельзя ни в коей мере допускать, ни на йоту нельзя допускать вот этой ситуации безвластия. В связи с этим нужно развести выборы главы государства и парламента. Я думаю, вот такая практика в целом говорит о том, что мы потихонечку, в общем-то, как страна, которая выбрала основной вектор своего развития, демократический путь развития, мы пытаемся следовать общим принципам демократии, общечеловеческих ценностей, мы ни на йоту не отступаем в связи с этим. Почему? Потому что все-таки демократия – это не цель, которая маячит вдалеке. Демократия – это процесс. В
в этом процессе мы каждый раз совершенствуемся. Бывает, где-то отстаем, где-то прибавляем, но в целом общий вектор развития и страны, и общества, и политической власти, системы, и конституционного строя у нас соответствует, в общем. Поэтому я думаю, благодаря вот этим новшествам, внесению поправок в Конституции и проведению внеочередных выборов, мы вносим существенные такие изменения, добавления, новации, которые позволяют всему остальному миру смотреть с определенным интересом на эти процессы. Вообще в мире такая ситуация возникает. Лучше проводить досрочные, проводить внеочередные, чем запаздывать с выборами, продлевать. И в этом плане вот та практика, которая сейчас осуществляется в нашей стране уже второй раз, она, по-моему, в целом вносит существенный вклад в развитие, в совершенствование демократии в мире. Спасибо. Спасибо, Жамиль Гусейнович. Вы очень много нового сказали, интересного. Я думаю, что ваше выступление еще мы будем изучать, смотреть. Спасибо нашим студентам. Вы теперь уверенно будете знать, почему надо идти на выборы президента нашей страны. К тому же, я хотел бы сказать, что, видите, здесь присутствуют люди, которые участвовали в этом историческом процессе, заседании Конституционного совета и принимали решение о том, чтобы провести внеочередные выборы. Это тоже очень солидно, весомо. Наши профессора участвовали в этом процессе, да? Қайырлы күн, құрметті конференцияға қатысушылар. Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған Қазақстан Республикасы Конституциясы қалыптасқан мемлекеттің басты заңы атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Алдымен ортаға осы жерде конференцияны жүргізген барлық модераторларды ортаға шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен және марапаттау рәсімін бастаймыз. Ендеше ең үздік ғылыми мақалалар. Абдрахманова Жанна. Жаутикова Дина. Сіздердің қошеметтеріңіз. Табулова Еңлік. Сағындық Айгерім. Мұхамеджанова Гаухар. Толқынбаева Тоғжан. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Омаров Нұрсұлтан. Уақпаев Алибек. Және Қырғызстаннан келіп отыр бір студентіміз Құрманбек Ұлы Шайырбек. Қаттырақ қошеметтеп қойсаңыздар. Абдрахманова Жанна. Рахмет, осымен марапаттау рәсімі аяқталды. Сөйлейсіздер. Қанеке барлық қатысушыларға және мадақтама қағазын алған барлық студенттерімізге бір шапалақ ұрып қойсаңыздар.